الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал, и прославляем и приветствуем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он принял наши благие дела и простил наши грехи. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Человек, который живет 70 лет, из этих 70 лет примерно 23 года проводит во сне, спит. Из этих 23 лет, которые мы спим, примерно 8 лет мы видим сны. Остальные 15 лет мы спим без снов. Иншаллах, сегодня на Таравихе будет читаться сура Юсуф, которая начинается с того, что Юсуф, алейхиссалям, будучи еще мальчиком, говорит своему отцу, что: «О отец, о папочка, я увидел сон, в котором мне поклонились, то есть сделали саджда, сказано, 11 звезд, солнце и луна». И вся история Юсуфа начинается со сна. И в суре Юсуф сон, который, да, альхамдулилля, Аллах Та'аля дал толкование снов Юсуфа, алейхиссалям, еще как минимум 2 сна присутствуют. Еще один сон присутствует. Нет, да, 2 сна в целой суре. Один сон – это когда Юсуф, алейхиссалям, сидел в тюрьме, когда его посадили, обвинив его ложно в том, что он хотел сделать плохое. И там 2 его товарища сказали то, что мы вот видели сон. Дай нам толкование сна. А второй сон, когда правитель Египта увидел сон, что во сне 7 жирных тучных коров съели 7 худых коров, и что 7 таких больших колосьев съели 7 маленьких колосьев. И сказал своим подданным, чтобы они ему сон расшифровали, растолковали сон. Как видим, вся история Юсуфа, алейхиссалям, от начала почти до конца, и, скажем, важные такие вехи, важные пункты в его жизни связаны со сном. И не только. Если посмотрим на Ибрахима, алейхиссалям, Исмаиля, алейхиссалям, когда Ибрахим, алейхиссалям, говорит то, что: «О Исмаиль, я увидел во сне, что Аллах приказал мне тебя принести в жертву». Или же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, еще до его рождения, его мама Амина бинт Уахаб увидела сон, что из нее вышел громадный большой свет. И также в жизни пророка Мухаммада, салям, важные события, они были связаны со снами. Вот вроде спим, так ведь? А когда смотришь на жизнь пророка и пророков,
видим то, что Аллах Субхану ва Тааля на это уделяет, что это связано с жизнью очень важно. И важные события в жизни пророков были именно связаны с тем, что они видели во сне. Понятно, сон пророка и сон обычного человека отличается. И если мы скажем то, что до рождения пророка Мухаммада саллаллаху его мама увидела сон, который видела свет выходящий из нее, который осветил там весь полуостров Аравийский. Также сон, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел во сне, что он совершает таваф вокруг Каабы, увидел своих сподвижников, которые были побриты на лысо или же с укороченными волосами после умры, и сказал то, что собрал, объявил людям, что все, идем в Мекку, это в Медине, когда еще враждовал с Меккой, когда отношения были плохие, да, там хуже некуда, отношения были военные, враждебные, и он идет туда, и откуда его выгнали, с собой взял примерно 1400 человек, которые вышли в храмах почти без оружия, то есть налегке, и которых, мы знаем, в Мекку не пустили. И где был договор? Договор Худайбийский договор, который, на первый взгляд, для сподвижников казался несправедливым, но который впоследствии Аллах Субхану ва Тааля назвал Аль-Фатх, победой. И сон пойти в Мекку стал причиной потом, чтобы Мекку завоевали. Поэтому вроде бы сон, который мы видим каждый день, может помним, может не помним, но то есть, религия, она же охватывает все стороны жизни человека. Поэтому эта часть тоже она должна быть охвачена обязательно. Поэтому, как видим, много есть разных событий важные. История Юсуфа, алейхиссалям, в его жизни, важные изменения. Пророк Мухаммад, саллаллаху, Ибрахим, Исмаил, алейхиссалям. Даже, скажем, одно из поклонений, азан, был связан со сном, который увидели, не один, несколько сподвижников, но самый известный Абдулла ибн Зайд ибн Абдураббихи, который его хадис приводится обычно, история азана, что он во сне увидел именно, во сне увидел человека, который шел с колоколом. А сподвижники в это время ломали голову, чтобы придумать, чтобы людей на намаз звать. Мечеть есть, а на намаз звать нечем, никак. Тем более часов нету. Люди приходят примерно, угадывая времена намазов. Поэтому они сидели и размышляли, чтобы поставить, чтобы выбрать. И увидел колокол, который был, возможно, на то время такой оптимальный вариант, по их мнению. И хотел купить во сне. Видите, человек, мусульманин, даже во сне, он думает про религию, получается. Потому что купить колокол, чтобы поставить мечеть и звать на азан, звать на намаз через него. На что ангел предложил во сне, что давайте научу то, что более лучше, чем колокол. То есть слова азана. Поэтому сны, они в Коране встречаются много-много раз. В хадисе приводятся много-много раз. И в Сахих Бухари есть целая книга, Китаб ат-Та'бир. Имам Бухари собрал все хадисы, связанные со снами. Из Корана, которые есть пророки, из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху, его толкование снов. Собрал в отдельную книгу. Это 91-я книга Китаб ат-Та'бир. Книга толкования снов. И возвращаясь обратно к пророку Мухаммаду, саллаллаху, с начала пророчества. Известный хадис Аиша, радаллаху анха, который в Бухари приводится в самом начале, вторым. И здесь же в книге толкования снов приводится первым слова Аиши, что первое, с чего началось вахи, откровение Аллаха Субхану ва Тааля, пророка Мухаммада, были ру'я садика, правдивые сны. То есть пророк Мухаммад, до того, как стал пророком, Аллах Субхану ва Тааля его готовил к пророчеству, и поэтому он видел сны, и они сбывались. Он сон видит, просыпается, сбывается. Получается, все сны, которые он видел, они все сбывались. То есть Аллах Субхану ва Тааля готовил к нему к тому, что, к чему-то более важному, высокому. И начал Аллах Субхану ва Тааля именно с того, что сны, которые сбывались.
Поэтому сны такая вещь, которая, все мы видим сны, у него есть свои правила, свои адабы сна, потому что если сон хороший, приятный, благой, то может рассказывать кому угодно. Если сон плохой, какой-то кошмар, то нельзя рассказывать никому его, наоборот. Если свои сны нужно рассказывать только тому, кому ты доверяешь. Потому что на сон, если человек, ты расскажешь, он растолкует его в плохую сторону. Так и может случиться. Поэтому сны вещь и, скажем, обычная и опасная, может быть, иногда. Поэтому пророк Мухаммад все это рассказывал в этих хадисах, как именно, как поступать в этой ситуации, потому что сны могут быть и от Аллаха Субхану ва Тааля, которые были сны у пророков, или же даже у некоторых людей сны от Аллаха, то есть правдивые сны, хорошие сны, благие сны. И один из признаков судного дня, что перед судным днем у верующих будут сны сбываться. Ближе к судному дню Аллах Субхану ва Тааля так будет верующих поддерживать, что он сон увидел, он выходит, днем этот сон сбывается, как он видел во сне, полностью. Сны есть от шайтана. Эти все кошмары, плохие сны, все, что мы видим, это все плохие. Если человек просыпается в испуге, то нужно сказать, прибегать от Аллаха, от шайтана, сказать «Аллаху раджим», поплевать в левую сторону, перевернуться на другой бок, дальше спать. На него внимание обращать. Есть сны от Аллаха. Есть сны, третьи – это обычные сны. Просто наши мысли. Все, что человек ты весь день что-то думал, ходил там, переживал, это ты можешь видеть во сне. Поэтому сны, они бывают разные. И Аллах Субхану ва Тааля, пророку Юсуфу алейхиссалям дал знание толкования снов. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи толковал сны. Приводится, что обычно после утреннего намаза пророк Мухаммад саллаллаху намаз прочитали, он зикр сделали, потом поворачивался и говорил: кто сон видел? Расскажите мне сон. И сны он им растолковывал. Поэтому однажды один из знакомых учителей сказал то, что толкуются, который немного разбирался в вопросах больше, чем мы, сказал, что толкуются только ночные сны до утреннего намаза. Откуда взяли? То, что пророк Мухаммад толковал, после утреннего намаза толковал. И все. Поэтому получается, дневной сон это так себе, да? Какой-то сон после утреннего намаза, он не считается. Но чтобы сон был именно ночной, до фаджра, до утреннего намаза. Именно их пророк Мухаммад толковал, другие не толковал. Поэтому, конечно, книги толкования снов, это уж, скажем, это просто книги. Для этого нужно человеку знание, понимание, тем более здесь знание шариата нужно обязательно, много вещей, чтобы сошлись, для того, чтобы сны можно было толковать. И правильно, и всегда в лучшую сторону. Говорят же, хайрлега, да? Тогда говорят, то есть в лучшую сторону никогда не толковать любой плохой сон, никогда не толковать в плохую сторону, только в хорошую сторону. Да, что-то там война, умирает и так далее, да, толковать всегда в лучшую сторону. Приводится история пророка Мухаммада и Аиши. Пророк Мухаммад подошла одна женщина и сказала то, что видел, у нее муж уехал по делам, в поездку. Она видела во сне, что там что-то плохое. Я сейчас не помню тонкие эти подробности, но что-то там сломалось, разбился во сне. Плохое. Пророк Мухаммад сказал то, что твой муж вернется живым и богатым, с прибылью. И так случилось. Затем эта женщина приходит в другой раз, не застает посланника Аллаха, саллаллаху, а застает Аиша, радиллаху анха, и ей рассказывает сон. А Аиша, она же все-таки, хоть и жена пророка Мухаммада, но еще молодая девушка, растолковала в худшую сторону, что твой муж умрет, да и так далее. И так случилось. Поэтому сны они могут иногда быть и опасной вещью. Тем более, если расскажешь не тому, расскажешь, скажем, не тем людям, и будет толкование не то, неправильное. Поэтому вроде бы сон всего-навсего, который мы видим постоянно. Но книга в Бухари, книга толкования снов, там приводится 99 хадисов. В этом, то есть там 99 хадисов, там еще аятов много, которые рассказывают именно про это. Поэтому
как говорится, важные вещи в истории пророков, они начинались, даже не с аята, да, не с хадиса, начинались со сна. Обычный сон. Поэтому, как я говорил, то, что Юсуф, алейхиссалям, его история известна всем, но там начало сон и потом толкование сна, да, в конце, да. Когда там все прошло испытание, Аллах Та'аля, его сон сбывается впоследствии. И толкование вот сна царя Египта, правителя, тоже Юсуф растолковал, чтобы он сбылся. И посланник Аллаха, такой уже важный, да, как Худайбия, как Умра, который не пустили пророк Мухаммад, в Мекку не пустили, но это изменило ход всей истории. То есть Аллах Субхану начинает что-то громадное, великое, не всегда, да, аят хадис, обычный сон может быть. Для того, чтобы, как началом какого-то великих изменений в жизни людей, в жизни общества. Поэтому, слушая суру Юсуф, помните, что вот эти вещи, они в ней присутствуют, имеются, поэтому сон, который мы сказали, мы сны видим лет 8 до своей жизни, 8 лет сна, со снами бывает. Поэтому они, будьте с ними осторожны. Это тоже наша жизнь, и на нее распространяется тоже правило шариата и ислама. Субханак Аллахума бихамдик, нашхаду алла иляха илля. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху